Однажды змея погналась за бабочкой, чтобы поймать ее и съесть. Бабочка испугалась, и чтобы не быть жертвой гадюки, порхая крыльями, начала убегать от нее. Страх придавал бабочке сил, она била крыльями и летела все дальше и дальше. Целых 3 дня змея преследовала бабочку и не уставала ползти по пятам. Она ни на шаг не отступала от своей цели. На 3-й день обессилевшая бабочка почувствовала, что не может больше лететь. Она присела на цветок и спросила свою преследовательницу: «Прежде чем ты убьешь меня, можно задать тебе 3 вопроса?» Змея ответила: «Обычно я не оставляю своим жертвам такую возможность, но для тебя сделаю исключение. Хорошо, можешь сказать свое последнее слово». Бабочка сказала: «Мой первый вопрос: разве бабочка может быть твоей пищей? Ты вправду питаешься бабочками?» «Нет», — ответила змея. «Тогда второй вопрос», — продолжила змея: «Я тебе сделала что-нибудь плохое? Разве я причинила тебе вред?» Змея снова ответила: «Нет». «И 3-й последний вопрос», — сказала змея: «Тогда почему ты меня преследуешь и хочешь убить? Зависть по отношению к тебе пожирает меня. Я не могу спокойно смотреть, как ты летаешь, порхая крыльями», — ответила змея. Это поучительная притча, друзья. На самом деле, бабочка не является пищей змеи. Она не сделала ей ничего плохого, но змея хочет ее съесть и уничтожить, потому что змея просто-напросто завидует бабочке, завидует тому, как она летает. Точно так же и в обществе зависть очень распространена. Существуют такие люди, которые питают неприязнь по отношению к кому-либо из какой-либо на то причины, а вина всему этому — зависть. Ему завидно, когда другие радуются, когда они добиваются чего-то, и поэтому завистники пытаются сделать что-либо плохое по отношению к успешным людям. В современном обществе очень много таких змей. В пустыне, в степи не осталось гадюк, все они вселились в наши сердца, в то время как наши сердца посредством ангелов должны были наполниться светом знаний и крепким иманом. Жизнь очень коротка и пройдет незаметно. Нужно эту жизнь прожить достойно, довольствуясь ею. И тогда в обществе будет спокойствие, благо и достаток. Мы должны наслаждаться жизнью и радоваться каждой ее минуте. Мы должны видеть достоинства людей, а не их недостатки. Недостатки есть у каждого из нас. Мы обязаны избавляться от них, раскаиваться и просить прощения у Аллаха за наши грехи, ошибки и надеяться на Его милость. Ведь Всевышний Аллах обещал смилостивиться и простить каждого искренне раскаявшегося мусульманина.